имеется газовые выделения, причем такие газы, как сероводород, сероуглерод, аммиак. Но ожидали-то всего, может быть, окись углерода и углекислый газ. Это такая сенсация, которая, в общем-то, стоила самой миссии. То есть эти углеродные соединения настолько сложные, что... И не только углеродные, да. Что значит, что, видимо, они являются результатом продуктов распада каких-то еще более сложных органических веществ. Объясните, почему это должно точно подтверждать наличие органики? Нет, наличие органики подтверждают просто молекулы, которые были обнаружены. Вы правы в том, что некоторые, скажем, находящиеся на поверхности вещества при воздействии ультрафиолетового излучения того же Солнца, распадаясь, могут дать это газы. Но откуда все это там взялось? Дело в том, что мы довольно хорошо... Но, знаете, наивные представления ученых всегда заключаются в том, что мы уже почти все знаем. И вот веками это утверждение уходит из одного сообщения в другое. Нет, мы очень мало знаем. Но то, что мы знаем о кометах, они родились в пору, когда создавалась наша сама Солнечная система, когда возникали планеты. И это действительно так, потому что ледяная природа этих комет говорит о том, что они родились достаточно далеко от Солнца. Они сохранили вот то первичное количество материалов, которое в них было заложено. И, согласно тем представлениям, которые у нас есть, никаких таких вот органических молекул там вообще-то не должно было бы быть. Хотя предположения такие были. И то, что обнаружены вот эти вот газы, в том числе зловонные вещества, их обнаружили с орбиты орбитального аппарата. Так как сейчас он находится на расстоянии 20 километров всего от ядра, то на таком расстоянии чувствительные приборы могут зарегистрировать то, что вот они обнаружили. Но главные интересные вещи были не в этом. А в чем были самые главные интересные вещи? Ну, во-первых, самое впечатляющее достижение Европейского космического агентства в том, что впервые аппарат достиг ядра кометы и сделал попытку на него высадиться. На орбитальном аппарате там 11 экспериментов, на посадочном аппарате 10. В том числе они бурили уже грунт, несмотря на то, что сам аппарат, я об этом расскажу, находится в трудном положении. Они все-таки умудрились как-то пробурить грунт. Но проблема была в том, что батареи расходуются очень быстро. Всего было рассчитано на 60 часов. Батареи проработали 57 часов. И очень медленно передается эта информация на борт орбитального аппарата. Слабый интернет на комете. Ну, что поделаешь. То, что есть, то и есть. Там, на самом деле, диапазоны, вот те, что используются в ваших телефонах, например, в мобильных телефонах. То есть позвонить с кометы можно? Можно. Другое дело, что до нас этот сигнал не дойдет. Вот мы сейчас видим ядро, по сути, этой кометы. Оно состоит из двух таких больших осколков, насколько я понимаю, соединенных между собой. Где на более крупном или на более мелком высадился зонд Фила? На более крупном он должен был высадиться. Там мы, наверное, покажем эту картинку. На более крупном он должен был высадиться и высадиться на плоской поверхности, чтобы, с одной стороны, увидеть как можно больше, что его окружает, раз. Да, и второе, чтобы не попасть на какой-нибудь камушек, понимаете, потому что аппарат мог попасть на какой-то камень и повредиться. Но беда в том, что отказали два устройства, которые были совершенно критичны для работы. Мы с вами идем, скажем, по тротуару. Каждый шаг определяется тем, что нас тяготение прижимает к земле. Представьте себе, что вы на минутку вдруг выключили тяготение Земли. От каждого шага вы взлетите вверх. Вас ничего не будет удерживать. Это было предусмотрено. Ядро кометы имеет очень маленькую массу. Ничтожную массу. Ну, поэтому нет сил тяготения нет. Да. Поэтому, значит, ученые, инженеры предусмотрели такую штуку. Когда аппарат приблизится к поверхности, включится ракетный двигатель, который его прижмет. И перед отделением посадочного аппарата от орбитального вдруг выяснилось, что этот ракетный двигатель не отвечает. Это был первый провал. Сколько его не пытались оживить, он не сработал. Значит, надежды на то, что кто-то прижмет аппарат к поверхности, оставалось немного. Но там были, как вы сказали, два гарпуна. Они размером с карандаш всего-навсего. Тоже с ракетными двигателями, которые гоняли их поверхность. А за ними тянулись тросики, которые удерживали аппарат. Аппарат коснулся поверхности. Сигнал на работу гарпунов был получен, а они не сработали. То есть еще раз, опять-таки, ракетные двигатели опять не сработали. Теперь посмотрите, как все это выглядит. У аппарата 3 ноги, направленные в разные стороны. Он садится, ноги металлические, сделанные, естественно, из металла. Если бы поверхность была достаточно мягкой, то при посадке энергия удара рассеялась бы в поверхности. Видимо, поверхность была жесткая в этом месте. И аппарат на ногах, отпружинив,
отскочил и поднялся на высоту 1 километр. Представляете себе? Ну да. Что было дальше? Дальше он начал падать. Так как силы притяжения ничтожные, вот то, о чем я сказал, это привело к тому, что на это ушло 2 часа. Час вверх, час вниз. А ядро вращается. За 12 часов оно делает полный оборот. И он уже сел совсем не там, где предполагалось. И беда в том, что он опять отскочил. На этот раз с малой скоростью. И через несколько минут он все же сел, но угодил не на плоскую площадку, где это было предусмотрено, а в яму какую-то. И в итоге он перевернулся, последствия мы знаем. Сейчас Я аппарат... не знаю, перевернулся ли он, но на одном из снимков одна нога торчит в небо. Там 6 камер. 3 камеры показывают черную стену, ничего не видно, а 3 показывают небо. Так что мы можем судить, что, может быть, действительно... Может быть, перевернулся. Да. И мы знаем о том, что сейчас он перешел, скажем так, в режим стендбай, в спячку, да, потому что ему не хватает электроэнергии. Да, да? Он находится сейчас в спячке. Как вам кажется, как долго он в этой спячке может находиться, когда комета может повернуться так, чтобы Солнца хватало для подзарядки батарей? У вас, наверное, инженерное образование, вы схватили проблему. Суть дела вот в чем. Там действительно, значит, одна батарея, которая полностью разрядилась, вторая должна была заряжаться от солнечных батарей. Аккумулятор, ну, как, скажем, в том же самом мобильном телефоне, должен был заряжаться от солнечных батарей, которые покрывают всю поверхность аппарата. И вот все эти батареи оказались в тени. Один маленький зайчик солнечный попадает на одну крошечную часть батареи, и этой энергии абсолютно недостаточно для того, чтобы сохранить аппарат в живом состоянии. Вы задали правильный вопрос. Это по существу то, о чем говорят руководители эксперимента. А вот мы дождемся, через год аппарат повернется так, что Солнце будет на него светить. Через год, то есть ждать придется не... До 15 августа. Максимальное сближение с Солнцем будет 15 августа 2015 года. Но представьте себе, все это время аппарат будет в холодном состоянии. Я очень боюсь, что аккумуляторы этой температуры просто не выдержат. Но это... специалистам, конечно, гораздо лучше понятно. Может быть, там какой-то подогрев тем ничтожным количеством энергии, которое есть, все же осуществляется. Значит, нужно было бы, наверное, сказать еще, знаете, вот о чем. Почему, собственно, был выбран именно это ядро. Именно эта комета, да. Я хотел об этом спросить. Если посмотреть на снимок, который сделала Герасименко, давайте посмотрим звездное небо, и на котором, на этом снимке Герасименко-Чурюмов обнаружил комету. Здесь же масса целая комет. И была выбрана только одна маленькая точечка в небе, на которую Европейское космическое агентство решило отправить свою экспедицию. Почему именно эта точка? Ну, во-первых, не так уж их и много, как вы говорите. Все-таки приходится яркую комету искать долго. Представьте себе, значит, самую главную проблему, с которой сталкиваются люди, проектирующие полет этого аппарата. Во-первых, он в нужной точке, в нужное время должен встретить тело, которому, собственно, аппарат и был послан. И причем все это нужно рассчитать заранее. Раз. Значит, таких тел, которые в удобное для запуска время существовали, было всего 2. Первая комета, которая, значит, вышла из плана, потому что аппарат задержался. После этого появилась вот эта идея использовать комету, ядро кометы Чурюмова-Герасименко. Но здесь сыграло роль еще одно обстоятельство. Дело в том, что люди, которые не знакомы с нашей небесной механикой, они представляют себе так. Ну вот летит какое-то небесное тело, давайте пошлем к нему ракету. Ну, примерно так это в фильмах и бывает. Да, да. Ничего подобного. Дело в том, что для того, чтобы послать такой аппарат, нужна огромная энергия. И эта энергия минимальна лишь в том случае, когда и орбита кометы, и орбита Земли находятся в одной плоскости. Если они чуть-чуть наклонены друг к другу, нужно преодолеть гигантское расстояние и потратить на это массу энергии, массу топлива. Вот эта комета обладала этим свойством. Орбита ее лежит в плоскости, примерно плоскости Земли. Называется плоскость эклиптики. Вот 2 обстоятельства, которые заставили выбрать именно это небесное тело. Возвращаясь к зонду Фила, скажите, если он все-таки не будет реанимирован, мы без него так и не сможем узнать, что называется, есть ли жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе? Ну, вот, то есть это будет провальная экспедиция, если он не реанимируется? Только что я видел последнее сообщение Европейского космического агентства.
Они сообщили, что все данные, которые были запланированы провала, вот именно этого провала, то есть 60 часов работы от батареи и ничего больше, вся эта программа выполнена. Сейчас вся она находится в памяти аппарата, который постепенно передает на орбитальный аппарат эти данные. Или, во всяком случае, он передал, как они сказали, вот последнее сообщение было, в последнюю минуту, последний бит информации. И теперь мы ждем, что пришлет орбитальный аппарат, и потом нужно будет все это понять. Вы знаете, что в нашей космической отрасли все, что мы получаем с аппаратов, это нули и единицы. Это понятно. Ничего другого, кроме нулей и единиц. И по ним нужно восстановить, что там происходило, какие были процессы, какие данные мы получили. Скажите, а российские ученые, и не только российские, в частности, Чурюмов, который эту комету открыл, который сейчас работает в Киевском университете. Он всегда работал в Киевском университете. Работал. Да. Вы как-то подключены к этому процессу? Вы, я знаю, хорошо с Чурюмовым общаетесь. Что он об этом говорит? Ну, во-первых, нужно сказать, что он сейчас в роли именинника. Главным образом, значит, его чествуют так же, как и Герасименко в Дармштадте, в Европейском космическом агентстве. Поэтому сейчас, конечно, наукой ему заниматься не очень впору. Тем не менее, вот мы с ним договорились заняться вот каким вопросом. Как раз то, о чем вы сказали. Комета состоит из двух частей, ядро кометы состоит из двух частей, как будто бы слепленных между собой. Их даже назвали уточка такая. Ну да. В Европейском космическом агентстве. Весь вопрос в том, были ли эти две части поначалу отдельными и каким-то образом встретились и слиплись, или наоборот. Несколько лет назад я опубликовал работу по поводу другой кометы, Хартли-2. У нее тоже такая же шейка. И просто удалось рассчитать, используя аналитические методы, что с ним произойдет, с этим ядром. Вот сейчас мы с ним пытаемся сосчитать, что произойдет с этим ядром, как долго эта шейка сможет держать эти натяжения. А почему натяжение? Ядро вращается. Есть центробежные силы. Центробежные силы, они разлетаются, по сути, два куска. Да. Позвольте задать вам вопрос о другом, возможно, тоже космическом явлении. Ну, в космосе все связано. Буквально несколько дней назад в небе над городом Режем, это Свердловская область, Россия, наблюдалось необычное явление, вспышка, очень яркая, и все заговорили, возможно, это опять комета, прилетела, как было в 2013 году, когда на Челябинск упал метеорит. Как вам кажется, может ли это быть... 2017 еще не было. В 2013, я в 2017 сказал, в 2013, конечно, году упал метеорит. Мы не знаем, что будет в будущем, может быть, вы знаете. Чего они туда повадились, я не знаю. Да, их там медом, что ли, кометом намазано. Да, ну вот по поводу челябинских событий уже вышло несколько даже томов журналов, специально посвященных этой проблеме. По поводу того события, о котором вы говорите, я только видел вот на экране мелькнувшую вспышку. Не берусь судить, во-первых, потому как я не специалист по метеоритам, но, с другой стороны, значит, можно сказать вот что. Не далее, как вчера, я видел сообщение в английской газете о том, что вспышки, наблюдалось несколько вспышек над Австралией. Вот в эти дни? В эти дни, да. И публика по этому поводу заинтересовалась, обращались даже в полицию. Ну, понятно. Ну и в конце концов Министерство обороны, только я не понял, Министерство обороны Австралии или другой какой-то страны, кажется, Европы, какой-то европейской страны, сказало, что это российский разрушившийся аппарат, который выпадает вот мелкими частями и, в частности, значит, выпал над Австралией. Подтверждения этому я никакого не видел. Вообще, в последнее время чуть что, сразу в Минобороны. Да. Желательно в российское спрашивают. Особенно австралийцы это любят. То есть, это, возможно, это какой-то аппарат мог вот сгорать в плотных слоях атмосферы. Вот это явление мы могли видеть. Ну, не весь аппарат, потому что аппарат бы разрушился в верхних слоях атмосферы. Это же колоссальная энергия. Вы представляете себе там то, что летит в космосе, то, что может двигаться по орбите, обладает энергией по сравнению с пулей в 64 раза больше на единицу массы. То есть это ужасные вещи. Поэтому разрушение этих тел вполне может вызвать такие вспышки, явления вроде там знаменитых тунгусских событий, которое произошло больше 100 лет назад и которое до сих пор еще непонятно. Да. Ну, вот мы съехали с темой. Возвращаясь к комете, о которой мы говорили, хочется понять, если на этом эксперименте не поставлена точка, когда следующий дедлайн получения новых данных? Это август следующего года, и раньше мы ничего уже не узнаем? Нет, орбитальный аппарат продолжает собирать всю информацию. Если бы даже не было этой филы,
данные, которые получены от орбитального аппарата, от Розетта, представляют колоссальную ценность. И каждый день получаются новые и новые данные. Что произойдет дальше? Ведь комета движется сейчас к Солнцу. И, значит, постепенно разогрев поверхности будет возрастать, постепенно отделение всяких газов и всякой мути с поверхности будет нарастать, а на аппарате орбитальном есть всякие приборы, которые это дело собирают, нюхают, регистрируют, делают заключения. И это будет по нарастающей продолжаться вплоть до ухода кометы за Солнце и возвращения на восходящую ветвь. Вы сказали, мы с этой кометой на одной орбите, и что она движется не на одной орбите, в одной плоскости. В одной плоскости. Она, да, естественно, не на одной, но на нашей орбите в одной плоскости. И она движется к Солнцу. Это как-то может Земле угрожать? Нет, она не достигает орбиты Земли, 1,24 орбиты Земли, то есть где-то между Землей и Марсом, вот это максимальная точка сближения с Солнцем. А дальше она уходит обратно. Кстати, это было не всегда. Всего там... больше нет, около 100 лет назад, благодаря тому, что комета сбилась с курса, она стала гораздо больше приближаться к Солнцу. До этого она находилась на расстоянии примерно Юпитера. Может ли сбиться она с курса еще раз? Вот эксперименты, уже например, второй раз она сбилась в 1959 году. И тогда она стала приближаться уже не на 4 астрономические единицы, а на 1,25. А сейчас 1,24 будет. То есть все-таки какая-то потенциальная угроза для Земли есть? Нет, для Земли есть угроза других тел. Это слишком маленькое тело в этом отношении, и масса мала. Вот астероиды, сближающиеся с Землей, вы знаете эту тему, по-моему, она и у вас была. Да. Спасибо вам большое, Леонид Васильевич, за такие интересные и полные ответы. Спасибо. Это Европейскому космическому агентству спасибо. К сожалению, вот от нас в экспериментах не участвует никто. Но это было, когда формировалась задача этой миссии, это было время начала перестройки, поэтому это понятно. Ну, я думаю, Чурюмову с Герасименко тоже отдельное спасибо. 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 Всего доброго.